Подождите. Добрый день, участники конференции и уважаемые эксперты. Позвольте представить вам наше решение проблемы сбора, переработки и утилизации твердых коммунальных отходов, выбранной нами в центральной зоне. Наша команда называется «Нейрон», Якутский городской лицей. Руководитель, учитель биологии Иванова Алена Александровна. Тонны отходов вывозятся на полигоны, становясь глобальной проблемой. Годами подвергаясь воздействию осадков солнечных лучей, они начинают разлагаться. Процесс вызывает образование газов, которые испаряются, загрязняя атмосферу вредными веществами. Данная проблема остро стоит перед всеми регионами страны, включая и нашу республику. Цель работы – это изучить состояние сбора и утилизации в центральной зоне нашей республики и предложить пути решения существующих проблем. Задачи – изучить сбор, переработку и утилизацию твердых коммунальных отходов в исследуемой зоне. Второе – выявить проблемы. И третье – предложить пути решения выявленных проблем. Методика исследования, изучение законов, постановлений по теме исследования, описание и анализ ситуации в зоне исследования, опрос населения. Практическая значимость. Снятые видеоролики можно будет использовать на разных сайтах, уроках, классных часах. В центральную зону входят 3 муниципальных района, 2 городских округа и 48 муниципальных образований. Из них 38% отнесены к труднодоступным. На территории центральной зоны проживает наибольшая часть республики. Сбор и утилизация ТПО в центральной зоне, как и во всех других, осуществляется согласно постановлению правительства о подтверждении порядка сбора твердых коммунальных отходов. Региональным оператором по обращению с ТПО центральной зоны республики назначено ООО «Якутск Экосети». В настоящее время в центральной зоне имеется 473 несанкционированные свалки, 48 из которых используются на сегодняшний день для предоставления коммунальных услуг. По состоянию на 1 января 2021 года на территории республики отсутствуют объекты по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов. Тем не менее, в течение 2021 года на территории города Якутска данное направление развивается. Полезные фракции можно сдать на вторичное использование. В данное время действует официально 4 организации. Анализ ситуации в области обращения с отходами позволяет выявить следующие основные проблемы, затрудняющие реализацию государственной политики в данной сфере и приводящие к постоянному росту экологической нагрузки на окружающую среду. Большое количество несанкционированных свалок, небольшое количество объектов размещения, включенных в ГРО. У некоторых объектов размещения отходов, включенных в ГРО, ограничена вместимость для поступающих отходов. Не распространено раздельное накопление отходов, отсутствие объектов обработки, обезвреживания и утилизации отходов, отсутствие систематизированной информации о местах накопления ТКО и отсутствие у граждан минимального экологического образования. Выявленные проблемы мы разделили на главные и второстепенные. Таким образом, нами выявлены 3 главные проблемы. Это проблема раздельного сбора ТКО, проблема утилизации ТКО, большое количество несанкционированных свалок. Второстепенными проблемами являются небольшое количество объектов размещения, включенных в ГРО, отсутствие систематизированной информации о местах накопления ТКО и отсутствие у граждан минимального экологического образования. В целях оценки ситуации о информационности населения о раздельном сборе мусора мы провели опрос. В процессе приняли участие разные возрастные категории. Оказалось, что больше половины респондентов не собирает мусор раздельно. Мы предлагаем нашему региональному оператору ООО «Якутск Экосети» создать команду СММ-менеджеров по взаимодействию с населением, которые будут создавать социальные ролики по раздельному сбору мусора в соцсетях и видеохостингах. Видео должно быть завлекающее, интересным, без лишней информации и показать, как нужно собирать мусор для вторичной переработки, что именно можно переработать и так далее. Изучив инстаграм-страницу ООО «Якутск Экосети», мы предложили бы им сделать страницу более привлекательной для населения, лучше проработать таргетинг,
Мы считаем, что это поможет показать людям, насколько важно сортировать мусор, не засорять окружающую среду, и что каждый человек может внести свой огромный вклад в экологию нашей планеты. Еще один способ решить данную проблему — это размещение урн по раздельному сбору мусора во всех дворовых территориях, а не точечно. В целях экономии средств можно перекрасить действующие урны и разместить на них таблички. Также одним из решений является создание организации или цеха внутри большого завода по сортировке мусора вручную. Филиалы должны быть расположены по всей территории региона. Эта организация обеспечит население новыми рабочими местами. Представим, что первая проблема уже решена. Население и предприятия начали правильно сортировать мусор. Возникает вторая проблема по его утилизации или вторичной обработке. Мы предлагаем построить завод по переработке тыков в центральной зоне, где больше всего отходов, а соответственно и сырья для переработки. Также туда могли бы завозить вторсырье и из других зон. Мы считаем, что в этом заводе должно быть несколько цехов. Цех 1 – это сортировка мусора, цех 2 – это вторичная переработка, и цех 3 – это утилизация неперерабатываемых отходов. На сегодняшний день самым дешевым способом является сжигание. Для этого в цеху можно установить инсинераторы. Инсинераторы – это специально разработанные печи для контролируемого сжигания бытовых и промышленных отходов. Эти установки способны термически уничтожить большое количество видов отходов от 1 до 5 классов опасности. Также такие установки можно было бы расположить непосредственно рядом с населенными пунктами. Тогда бы уменьшились бы расходы на транспортировку ТКО. Возникает вопрос, где расположится данный завод? Его можно расположить рядом с действующим полигоном на Вилюйском тракте. Третья проблема — это наличие большого количества несанкционированных свалок. Одной из причин появления несанкционированных свалок является отсутствие информации о расположении свалок и полигонов и высокая плата за ввоз сюда мусора. Мы предлагаем рядом с санитарными точками разместить стенды с информацией, где будет схема проезда к полигону, свалки. Также на этом стенде расписать, как нужно сортировать мусор, что и где можно сдать на вторичную переработку. Возможность регулирования вопроса о стоимости ввоза мусора в полигон мы видим в следующем. Региональный оператор и собственник полигона — это должна быть одна и та же организация. Примерно так может выглядеть информационный стенд. Сюда можно добавить прайс по приему мусора в полигоне. По трем второстепенным проблемам мы предлагаем следующее решение. Упростить схему включения объектов ГРО или увеличить количество оборудованных объектов путем поддержки малых организаций. Также опрос показал, что большинство населения не собирает мусор раздельно. Предлагаем размещать информационные стенды у санитарных точек в подъездах домов. Освещение экологических проблем и путей их решения доступным, нацеленным на конкретную категорию граждан, материалом. У нас все. Спасибо.